Круглый стол на тему виноградарства и виноделия как часть первого абхазского винного форума «Акачич» стал площадкой для обсуждения проблем и необходимых инноваций в отрасли. Основная тема – закон о виноградарстве, который до сих пор не принят в Абхазии. Сейчас разрабатывается закон о вине сразу же несколькими командами. И мы думаем, что мы достаточно быстро сможем его принять. Конечно, этому должно предшествовать серьезное обсуждение в профессиональных кругах винных и юридических тоже. Министерство сельского хозяйства Абхазии всецело поддерживает инициативу о разработке закона о виноделии. Заместитель министра Дмитрий Хагуш подчеркнул, виноделие является истинным отражением исконного гостеприимства, глубоко укорененного в каждой абхазской семье. Сельское хозяйство – это не просто сектор экономики нашей республики, это фундамент нашей продовольственной безопасности и наших традиций. Мы сегодня собрались обсудить отрасль, которая является душой нашей республики. Это культурный код наших традиций, гостеприимства каждой из абхазской семьи. Сегодня перед нами стоит амбициозная задача сделать фундаментом нашей традиции для прорыва экономического в этой отрасли. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить виноделов в Абхазии. Это те люди, которые по крупицам создали ту отрасль, которую мы сегодня имеем, и огромная благодарность в их способности все это сделать и вашей вере в тем делом, чем вы занимаетесь. Я уверен, что все вместе мы добьемся больших успехов для процветания нашей республики. Заместитель начальника юридического управления Министерства экономики Абхазии Даниэла Гардская представила проект закона, который разработан в ведомстве. Его основная задача – создать фундаментальную правовую базу, узаконить более 60 отраслевых понятий для однозначного толкования всех процессов. Наряду с терминологией внедряется комплексная система учета от реестра земель до урожайных деклараций, что гарантирует прозрачность рынка и предотвращает фальсификацию. Ключевым фактором станет защита национального бренда. Критерием отнесения вина к вину Абхазии будет являться использование 100% винограда, выращенного на территории Республики Абхазия. Внедрение данной нормы, мы считаем, окажет положительный эффект. Это стимулирует производителей инвестировать в собственные посадки, а не в логистику и приобретение иностранного сырья. По мнению виноделов, закон позволит закрепить систему теруаров и географических указаний, подтверждая уникальность напитка из конкретных районов республики. При этом внедрение паспортов виноградников и урожайных деклараций создаст правовую базу для борьбы с фальсификатом. В данный момент тут необходимо принять целый пакет документов и ужесточить наказание. Тут вот как раз, пользуясь случаем, наверное, буду обращаться к депутатам парламента, ужесточить наказание в отношении тех людей, которые продают несоответствующие алкогольные продукции. В торгово-промышленной палате призывают к экономическому реализму. По мнению вице-президента ТПП Лианы Киут, одних ограничений недостаточно. Государство должно создавать условия для роста объемов собственного сырья. Важно разработать четкую дорожную карту поэтапного перехода, который будет включать стимулирование закладки новых виноградников, разработку программ субсидирования и льготного кредитования, развитие питомниководства. Государственная поддержка виноградарства и виноделия в Абхазии пока не осуществляется в виде отдельной целевой программы. Она представляется на общих условиях и применяемых ко всему сельскохозяйственному сектору. И в настоящее время не считается приоритетным направлением. Формирование специализированных мер поддержки позволило бы более эффективно стимулировать развитие виноградарства и виноделия в республике. Для создания качественного продукта необходимо начинать с собственных саженцев. Почетный гость круглого стола, председатель совета директоров группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов уверен, именно в уникальных местных сортах заключается национальная идентичность виноделия, но их возрождение невозможно без работы над сырьевой базой. Учитывая парадигму, то что опять же Абхазия работает в достаточно серьезном дефиците собственных виноградников. Вот начинать надо с этого. Мы услышали проблему автохтонов. Целевые программы должны бы прежде всего заниматься, конечно, сырьевой базой. И давайте начинать не с полпути, а прежде всего, это, конечно, работа прежде всего должна производиться над питомниками. Автохтонные сорта – это идентика национального виноделия и, в общем, страны в целом. Поэтому очень хочется видеть, конечно, прежде всего высококачественные автохтонные сорта,
Призываю, правда, начинать как-то сначала, в общем-то, и, наверное, работать прежде всего над абхазскими саженцами. Это критически важно. Мы понимаем, что вот у нас мы проявили, у нас, правда, в России все достаточно серьезно увеличилась сырьевая база, но тем не менее, вот сейчас у нас закон не подозревает, допустим, субсидирование зарубежных саженцев. Объединяя экспертные мнения, можно констатировать, принятие закона – это фундамент, который защитит рынок от фальсификата и закрепит уникальность абхазских теруаров. Однако для реального возрождения отрасли необходим переход к долгосрочной стратегии, основанной на развитии собственных питомников и восстановлении автохтонных сортов. Только сочетание жесткого государственного контроля и адресной финансовой поддержки позволит виноделию Абхазии стать конкурентоспособным и сохранить свою национальную идентичность. Надежда Боровикова, Арестит Каракасидис, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.